Охотский перевоз — это очень для нас знаковое старинное село. Мы сегодня были возле вашего дома, и в сторону Рощи Березовой уходит такая дорога, которая можно назвать исторической. Вот бы хотели, чтобы рассказали, что вы понимаете под этой исторической дорогой, как это вам отражается в жизни, и какие-нибудь факты, которые вы хотели рассказать нам. Да, это Охотско-Перевозовский тракт. Куда Тракт сейчас? вот как раз проходит возле моего дома. Это историческое место. Она связана непосредственно с моей семьей. Еще это мой дед Бургаев Василий был вот как старостой в Татинском улусе. И он еще до революции, уже после революции, здесь руководил ремонтом дороги до участка Торжах, это который здесь 38 километров от нас. И вот этот тракт очень, со слов уже старожилов, которые здесь жили, Да. тракт был очень тяжелый, шел в основном зимой, вот вазы. У нас были склады здесь, 40 складов, которые охранялись, ледник большой. И этот груз весь завозился и потом проходами перевозился. Тут через каждые 10 километров, 10-15 километров были зимовье, где проживали люди, готовили сено. И если там меняли лошадей, тут много было старателей, которые золото добывали. Охотский перевоз в то время было очень большое село. У нас было 2 школы здесь, на правом берегу. Одна левая, начальная, на левом берегу, это якутская школа была. Там был колхоз, который впоследствии перевели в село Чечемах в 60-х годах, когда Хрущев уплотнение этих колхозов сделал. И вот это. Сколько человек жило раньше? Так вот жило там, пишут так по-официально, 3000, а так говорят, людей было тут от 5 до 10. Много было приезжих, которые в очереди, они на учете не стояли, они переходили. Говорят, обозы были очень большие, по 2000 лошадей сразу. Вот обоз шел. Это до Охотского.